Ну что, я вообще-то заготовил вступление. Я ехал сюда и думал, нет, в такую погоду, да на Достоевского. И я придумал такое вступление. Я понимаю, почему нас сегодня в зале так мало. Я понимаю тех людей, которые не пришли на сегодняшнюю лекцию, потому что встреча с Достоевским для многих это всегда травма. Это чаще всего душевная травма, интеллектуальная травма. И человек как бы, ну, по естественным своим устремлениям, по естественным своим настроениям и так далее, он чурается дурного, чурается темного, чурается страшного, предсмертного, что называется, и в мире, и в другом человеке. А встреча с Достоевским это всегда встреча с такой концентрацией дурного, такой концентрацией зла, такой концентрацией какого-то недочеловеческого или сверхчеловеческого содержания, что ну, нормальная реакция отодвинуть. Пусть оно там где-то будет, но пусть оно будет без меня, пусть оно будет до меня, и без меня, и вне меня, и так далее. Но у вступления было продолжение, но я понимаю тех, кто пришел. Вот на этом мы остановимся. Я понимаю тех, кто пришел. И поговорим. Значит, вообще Достоевского надо читать в паре. Лучше всего с Толстым. Во-первых, потому что это совершенно два разных, а точнее даже сказать, противоположных, а в значительной степени и знающих друг друга, и полемизирующих друг с другом мира, и два совершенно разных писателя с совершенно разными подходами к изображению мира и человека и так далее. И, собственно говоря, вот этот контрапункт между Толстым и Достоевским, он собственно говоря, и определяет лицо, не только лицо русской прозы 40-х, 80-х годов и 90-х годов 19 века, он, самое удивительное, он определяет лицо русской прозы для тех, кто смотрит на русскую прозу оттуда, извне, из-за пределов русского языка, из-за пределов русской культуры, для зарубежного массового читателя, для зарубежного литературоведения, для зарубежной культурологии даже. Собственно говоря, три имени существуют применительно к русской литературе. Это Пушкин, но это для очень узкого круга таких любителей, что называется, российской словесности. А в массе своей это Толстой и Достоевский. Толстой и Достоевский определяют, вернее, по Толстому и Достоевскому меряют, представляют себе, формулируют для себя образ вообще русского человека. Что мы из себя представляем, что мы есть, что мы такое. И вот этот контрапункт, он совершенно не случайен и совершенно закономерен. Вот в каком плане. Дело не в том, что природа создала двух вот таких полярных писателей, которые вглядываются в друг друга и спорят друг с другом. А дело еще и заключается в том, что это не столько природа, сколько история и социум породили такую эпоху, которая оказывается с равной степенью убедительности, с равной степенью достоверности, с равной степенью оправданности, может быть изображена и так, как она изображается у Толстого, как завершенная, как универсальная, как уникальная, как абсолютно гармоничная и в своем единстве, с одной стороны, и абсолютно разорванная, абсолютно разноголосая, абсолютно раздрызганная, погруженная в тьму, мрак, недоумение, недоразумение и так далее, то, что изображает нам Достоевский. 40-е, 80-е годы 19 века, собственно говоря, расцвет творчества и Толстого, и Достоевского, это совершенно особый период в русской истории. Если вот я иногда жалею, что я не стал историком, мне на вступительном экзамене на филфаке мы сдавали историю. И после экзамена, прежде чем поставить оценку, преподаватель истории очень долго убеждал меня, что надо идти на ИСТФАК. Я иногда жалею, думаю, наверное, надо было все-таки на ИСТФАК пойти.
Если бы я пошел на ИСПАК, я бы примерно этой эпохой, скорее всего, и занимался бы, интересовался бы. Если бы, конечно, сейчас вот мою голову да, туда, что называется, в 70-й год перенести. Вот. Но та голова думала о другом и жила какими-то другими законами и другими порядками. Что это за эпоха? Дело в том, что если не обозначить ее основные линии, основные тенденции, то мы и в Толстом, и в Достоевском мало что поймем. И в Достоевском, может быть, даже меньше поймем, чем в Толстом. Решающим тут был, конечно, 1861 год, который не был ни случайным, который не был ни таким уж, что называется, все перевернувшим и все и развалившим, и начавшим перестраивать по-новому и так далее. Но тем не менее 1961 год можно считать неким рубежом, после которого начала ведь складываться не только новая экономика, начали складываться не только новые социальные институты, общественные институты, вроде суда присяжных там и так далее, а начала складываться, и очень трудно складываться, новая мораль, новая этика. Люди 60-х, особенно вот, люди 40-х, особенно 60-х и 80-х годов, представляли себе тот мир, в котором они живут, примерно так, как мы представляем себе вот, мир, в котором мы живем. Вот что-то было большое, мощное, огромное, более-менее понятное, принимаемое или не принимаемое, это как бы другой вопрос, и вот оно куда-то пропало, а на его место заступает такое же огромное, такое же мощное, такое же охватывающее тебя со всех сторон, но при этом совершенно непонятное по смыслу, совершенно непонятное по содержанию, внутренне опасное, внутренне провоцирующее тебя на какие-то страшные вещи, совершенно новое время, которое надо освоить, которое нужно понять, а инструментов нет. Инструменты старые не работают, надо создавать новые. И начинается формирование, вот очень сложное формирование новой общественной морали. Приведу вам совершенно один, на мой взгляд, мало пока еще продуманный и истории, и в культурологии. Один показательный пример. Вот экономисты говорят, что один из самых больших недостатков русского крепостного права было то, что крепостное право подменяло социальные и экономические институты семейным. Что имеется в виду? Помните, какой гимн Пушкину мы с вами пели, который говорил о том, что вот государство, а в государстве помещичье хозяйство, а в помещичьем хозяйстве помещичий дом должны строиться как одна семья, где барин, отец, крестьяне, дети, барин разумный, дети разумные, барин дурной, дети дурные, и в конце концов государь, как отец всего государства, как отец всей империи, и вот государь, он управляет своими подданными как детьми, должен заботиться о них, о детях и так далее, и так далее, и так далее. Это пушкинская интерпретация этих отношений. Самое главное, он их фиксирует, но он их по-своему интерпретирует. Пушкинская мысль всегда движется от темного к светлому, от негатива к позитиву, от непривлекательного к привлекательному, от уродливого к прекрасному. Другого вот, реверсивного пути, наоборот, Пушкин не знает. Но это пушкинское идеальное изображение. Не идеальное, реальное толкование этой ситуации сводилось в конечном итоге. Сводилось, во-первых, к огромному количеству внебрачных детей, судьбы которых были чрезвычайно тяжелыми. И мы немножечко коснулись этого в последней лекции о Пушкине. Это с одной стороны, а с другой стороны это реализовалось совершенно как бы естественным продолжением этих представлений об отношениях. Были
помещичьи гаремы, состоявшие из этих самых крепостных девушек, и это не считалось аморальным. Это было естественное продолжение тех же самых общественных и экономических отношений, где экономические и общественные отношения подменялись семейными отношениями, родовыми отношениями. То, что происходит до 1961 года и после 1961 года, это отмена семейных отношений. На место семейных отношений начинают заступать экономические и социальные отношения. Начинают формироваться социальные институты, начинают формироваться общественные институты. И посмотрите, как вспыхивает интерес русской литературы, допустим, к той же публичной женщине. Именно литература 40-х, 70-х, 80-х годов дает огромную галерею этих женщин, портретов их, судеб их, самых разных, самых различных и так далее. А самое главное, что фиксируется в этих отношениях, в этих изменениях, то, что на место семейных отношений пришли денежные отношения. И тогда начинает формироваться то, что мы называем профессиональной проституцией. То, что барину раньше давалось даром, сейчас он должен покупать за денежку. И тогда начинает возникать публичные дома, тогда начинают возникать эти отношения, которые уже на деньгах начинают строиться, а не на разнице в социальном положении. И Толстой в «Воскресении» опишет вот эту драматическую историю становления новой морали, становления новых и социальных, и морально-нравственных отношений и так далее. Для Достоевского это тоже, как мы помним с вами, совершенно актуальная штука. У него ни одно произведение у него не обойдется либо без проститутки профессиональной, либо без девушки, которую удачно или неудачно пытается соблазнить богатый там какой-нибудь помещик или чиновник и так далее, и так далее. И его эта тема тоже чрезвычайно интересует, и она для него чрезвычайно актуальна. Но самое главное, что происходит и что порождает вот эту вот, с одной стороны, общественную, социальную и духовную неопределенность, а с другой стороны, вот этот сложный механизм выработки новых моральных и нравственных представлений, это то, что 1961 год поставил точку и ускорил очень важный, очень сложный процесс перехода российской экономики к какому-то подобию капиталистических отношений. И это подобие капиталистических отношений, в частности, привело, и это уже впрямую ведет нас к Федору Михайловичу Достоевскому, привело к тому, что в города, а их там было по пальцам пересчитать, Москва, Петербург, да еще 3-4 города, хлынула огромная масса крестьянства, оказавшегося без земли, оказавшегося без работы, оказавшихся без куска хлеба. И эта масса в своем количестве начала превращаться в некое качество. И вот тогда у нас появилось желание, у русской литературы появилось желание, появилась возможность заговорить о таком явлении, как разночинец. Обратите внимание, разночинец возник в русской действительности еще в XVIII веке. Но заговорила о нем русская литература только в 40-е, 50-е, 60-е годы XIX века. Что такое разночинец? А разночинец – это основной герой Федора Михайловича Достоевского. У него не разночинцы, как правило, это герои, которые приезжают из Петербурга на время, чтобы потом уехать обратно. А вот основная масса героев, населяющая мир Достоевского, и в первую очередь Петербург Достоевского, и в первую очередь в повестях там провинциальные города, это разночинная масса. Что это за публика? У этой публики две важнейших приметы. Одна из этих примет – это то, что они не принадлежат к податному сословию, не являются личными дворянами и обладают одновременно с этим обладают каким-то образованием.
откуда они брались. Механизм очень любопытный. Значит, русское общество было четко разделено на два сословия. Дворянское сословие, которое обладало всеми правами, которое обладало всеми экономическими правами, на которую работала, собственно говоря, вся государственная машина и так далее, и так называемое податное сословие. Это крестьяне, это купцы, это ремесленники и так далее. Все, кто зарабатывал своим трудом и платил подати, платил налоги государству. Вот оно. Неподатные дворяне налогов не платили, и податные сословия. Разночинство уже с середины XVIII века формировалось из так называемых, вернее, из таких слоев, которые не принадлежали ни тому, ни другому сословию. Началось это все с ответа на вопрос, который возник в середине XVIII века, куда девать солдат и матросов, отслуживших 25 лет царской службы. Они не принадлежат никакому цеху, они не принадлежат никакому сословию, они не принадлежат никакому ремеслу там, и так далее, и так далее. Что делать? Вот тогда и началось формироваться подспудно вот это понятие разночинец. Хорошо, пусть они не будут податными, они там получают от государства какую-то мизерную пенсию и так далее, им никуда не надо ни в какие цеха и социальные группы записываться, но они одновременно и не дворяне. Потом к этим солдатам и матросам начали подключаться лица, вернее, дети личных дворян. В России было два типа дворянства. Родовое, так называемое, по принципу «я дворянин, и мои дети дворяне, и их дети дворяне, и их дети дворяне, и их дети дворяне», и так далее, и так далее. И личное дворянство, выслуженное. То есть это чиновник, который дослужился до 14 класса. Вот он получает личное дворянство. Он дворянин, а дети его уже не дворяне. Они уже не могут быть дворянами. Но и к податному сословию они уже тоже не принадлежат. Они тоже вошли в группу так называемых разночинцев. Наконец, самая острая проблема, которая стоит перед всяким чиновным, перед всяким бюрократическим государством, а куда девать многочисленную челядь, которая обслуживает двор? Конюхи, повара, постельничьи, там, портомойки и так далее, и так далее. Туда же. И в конечном итоге, где-то к 20-30 годам XIX века сложился действительно целый новый класс людей, которые вот, занимали это самое срединное положение между дворянами и податным сословием. Они не имели права иметь крепостных, извините уже за тавтологию, не имели иметь. Они могли иметь собственность в городах, это занимались домовладением, но не могли владеть фабриками, заводами, лавками, мастерскими там, и так далее. Наконец, в отличие от податного сословия, они имели высокую степень личной свободы, их нельзя было фактически, к ним нельзя было применять физическое насилие. Они обладали правом свободного перемещения по стране, чего крестьянину, допустим, или ремесленнику нельзя было делать, пока его мир не отпустит куда-то и он не получит паспорта. Их не верстали в рекруты, то есть не забревали в солдаты. Вот. И, наконец, еще одно очень важное условие. По-моему, с 40-х или 50-х годов XVIII века разночинцы обязаны были учить своих детей. Обязаны были учить. И для разночинных детей создавались особые учебные заведения. Там при каких-то учебных заведениях для дворян создавались классы, отдельные группы для вот, детей разночинцев. И
это давало, ну, власть была тогда достаточно умная, она понимала, что этих же людей потом куда-то девать надо, вот он подрастет, этот детеныш, куда его потом девать? А давайте пусть он учится. А выучившись, он идет в канцелярию, он идет на государственную службу. Выделиться, подняться на ноги, встать на ноги и утвердиться в этом мире разночинцу можно было только одним путем – выучиться и пойти на государственную службу. Дослужиться до 14 класса, а это как минимум 15-20 лет работы за копейки. Вот героев Достоевского узнаете? Всех этих переписывающих, всех этих канцелярских крыс, всех этих работничков и так далее. Вот. А если повезет, то дослужиться и до 8 класса. И тогда ты из личного дворянина становишься дворянином наследующим дворянство. И тогда уже и твои дети, и твои внуки, и так далее, все в роду уже будут дворянами. Их еще называли мученики 14 класса. То есть до 14 класса надо было буквально домучиться, чтобы получить этот 14 класс. Но во второй четверти 19 века произошло, вот, да, этот класс долго не имел, как это сказать, своей социальной базы. Он был очень разношерстный, он был очень раздерганный, очень неоднородный, дискретный и так далее, многочисленный, но при этом совершенно разнородный. Только во второй четверти 19 века, парадокс, с развитием литературы и журнального дела появилась возможность у разночинца, появился еще один путь у разночинца. Вот мы говорили о служилом разночинце, служащем, а появилась еще возможность стать литератором. Дело в том, что, начиная буквально с Пушкина, который, между прочим, знаете, как свои произведения называл? «Мои деревеньки». То есть денежки, он как с деревенек он получал денежки, так с продажи своих произведений он денежки получал. Так вот, часть разночинцев, наиболее образованная, наиболее продвинутая, как бы мы сейчас сказали, уходила в литераторов, уходила в писателей. Вспомните «Униженные и оскорбленные». Кто там автор «Униженных и оскорбленных» формальный? Сам писатель. И вообще пишущие братья у Достоевского очень широко представлены. Все пишут. Если не все, то большинство. Все или литераторы, или авторы каких-нибудь трактатов, или авторы каких-нибудь художественных произведений. А если вы «Бесы» начнете листать, так там каждый второй пишущий. Мы попозже про это еще поговорим. Вообще у Достоевского по мере его продвижения по жизни количество литераторов на одно произведение резко увеличивалось от шага к шагу, что называется. Так вот, когда у человека появляется возможность зарабатывать не механическим переписыванием, не отдавать все силы на то, чтобы хоть как-то прожить, а когда у человека появляется возможность свободно работать и получать за этот свободный труд за интеллектуальный труд свободные денежки, вот тут мы и можем сказать, что в этот момент как раз и закончилось оформление того, кого мы называем разночинцами. Разночинцы получили вот тоненькую прослойку людей, которые начали идеологически окормлять всю эту кухню, идеологически окормлять не только этот класс, не только это сословие, но и начали идеологически объяснять место этого сословия в обществе, то место, которое они занимают, и то место, которое они должны занять по своему реальному содержанию, по своему реальному наполнению и так далее. Так начинает формироваться целая армия разночинцев,
или людей, разделяющих разночинские взгляды, армия вот тех самых щелкоперов, хвостунов, нигилистов, мальчишек, как их называли в 40-е, 80-е, 60-е годы. Но это были люди, которые начали задавать, как бы мы сейчас опять сказали, тренды в культурном, историческом, социальном осмыслении того, что такое есть современная Россия, что такое есть современное российское общество, как оно движется, куда оно движется и куда оно должно двигаться. Герцен, Огарев, Некрасов, тот же Достоевский, те же братья Полевые. Не буду тратить время на перечисление, но практически вся передовая мысль или основной массив людей, которые представляли себе передовую мысль 40-х, 80-х годов, были либо разночинцами по происхождению, либо разделяли эту самую разночинную идеологию и внедряли ее, утверждали ее, насыщали ею журналы, газеты, романы, публикации и так далее, и так далее. И они становились постепенно, а потом очень быстро стали властителями умов в России. Мыслящий пролетариат, как, по-моему, эту публику назвал, по-моему, Писарев. Писарев, еще один из очень мощных, Белинский, два мощных носителя этой разночинной идеологии. Это с одной стороны. И Достоевский, как вы уже, наверное, поняли или почувствовали, он уловил вот появление этого очень мощного слоя людей, в которых что-то бродит. Понимаете, там ведь мысль кристаллизовалась в очень тонкой прослойке. Вот тех, кого я перечислил, а может и не назвал. А в массе своей, в разночинной, эта мысль варилась, эта мысль кипела, эта мысль вываривалась, не находя своего точного оформления, не находя своего точного определения. Человек искал место в этом мире, он понимал, что он какой-то новый, мир какой-то новый, и надо как-то эти две новости соединить во что-то приемлемое и съедобное. И, собственно говоря, Достоевский, пожалуй, один из немногих русских писателей, кто собрал вот эту вот разношерстную, раздерганную, разъединенную и мучающуюся над самоосознанием, самоосмыслением массу вот в своих произведениях и собрал, и отразил. И второе следствие того, что мы называли 61-м годом, того, что в городах хлынуло крестьянство, родился так называемый трущобный роман. Ну, самое общее представление о трущобном романе, наверное, у многих из вас сложилось по сериалу, по роману Крестовского «Петербургские трущобы». Я не думаю, что многие читали этот роман, но наверняка сериал многие смотрели. Ну, что вам сказать? Это, собственно говоря, это латиноамериканская мыльная опера на русский лад. Только надо еще подумать, кто там раньше эту оперу придумал. То ли Крестовский и его товарищи, то ли латиноамериканские писатели. Но структура одна и та же. Принципы изображения примерно одни и те же. И этот трущобный роман возникал как противовес тому, что можно назвать усадебной повестью. Ну, усадебную повесть все мы знаем по Тургеневу. Это такой полулирический, полуэпический рассказ о жизни одной семьи, в которой есть отцы и дети, в которых отцы определились, а дети определяются, в которых есть то, что можно назвать большой историей. Обычно это люди, вписанные вот в то, что можно назвать большой историей рода своего, семьи своей. Вот в этой усадьбе жили и деды, и прадеды, и прапрадеды, и мы будем продолжать и так далее. И когда чеховский герой поет гимн шкафу, то это как бы ироническое продолжение вот этой же самой линии.
умиления, восхищения, восторга, переживания, вот этого единства с историей, с социумом своим и так далее, и так далее. Трущобный роман – это символ уже неустроенного быта, нищеты, борьбы, буквальной борьбы за существование. Вот когда мы говорим «борьба за существование», это ведь в трущобном романе борьба за существование с кем? Не с обстоятельствами, не с внешними силами, а борьба человека с другим человеком за то, чтобы встать над ним и таким образом обеспечить свое существование. Умри ты сегодня, а я завтра. Это потом формула эта родилась, но отношения, в принципе, возникли уже тогда. Так, убираю все подробности. Итак, вот усадебная повесть – это Тургенев, это Рудин, «Дворянское гнездо», «Накануне», «Первая любовь» и так далее. Чехов – это вот будет фактическое завершение этой линии и разрушение этой линии. Он будет рассказывать уже не о том, как сплачивается семья вот в этих условиях единства социально-исторического, а как разрушается дворянская усадьба, как разрушается род, как разрушается семья, как прерываются династические линии. Там же это тоже очень важный момент. Продолжается династическая линия или не продолжается. Тургенев настаивал на том, что она должна продолжаться. Чехов говорит, не получается. А не получается. Посмотрите, в Вишневом саде бездетные все. Ни у кого продолжателей-то рода нету. Ни у кого. Вот. Трущобный роман – это Достоевский. Вот он единственный, пожалуй, кто создал настоящий трущобный роман, потому что у Крестовского это все-таки антураж. У Крестовского это все-таки вот заставка на сцене, на которой там разворачиваются какие-то события. Крестовский глубоко в этот мир трущоб не сильно погружается. Достоевский полностью туда окунается, такое возникает впечатление, что кроме трущоб в Петербурге вообще ничего нету больше. По крайней мере, в Петербурге кроме трущоб ничего нету. Усадебная повесть рассказывает о человеке переживающем. Но это человек, который мыслит, но идеи которого пережиты, а не выстраданы. Поэтому там нет таких всплесков драматических, трагических, там нет исканий, там нет метаний. Там есть очень спокойное такое развитие сюжета, строго говоря, ничему не угрожающее и никому не угрожающее. Трущобный роман, особенно, еще раз повторяю, в изображении Достоевского, это роман, в котором идеи не просто выстраданы. Идеи рождаются, идеи шлифуются, осмысляются, доводятся до логического завершения и только потом становятся предметом эмоционального переживания. Герой преступления и наказания здесь самый наглядный пример, самый наглядный показатель. Что делает Раскольников? Он сначала садится и придумывает свою теорию, но как это происходит, Достоевский нам только коротко упоминает, только коротко рассказывает. Да, была какая-то статья, да, в этой статье он заявил то-то и то-то и то-то о праве человека переступить какую-то черту, совершить некий общественно осуждаемый поступок на пользу, опять же, обществу. А весь роман – это рассказ о том, как человек потом эмоционально, нравственно, этически переживает собственную теорию и последствия ее применения в жизни. Условно говоря, вот тот водораздел, который стоит между
трущобным романом и усадебной повестью, это тот же самый водораздел, который разделяет толстовский тип романа от Достоевского типа романа. Толстовский, условно говоря, Толстовский, сюда и Тургенев входит, и остальные русские писатели-реалисты. Толстовский тип романа – это тип романа, в котором история предстает как завершенная. История предстает как окончательно сформированная, окончательно уложившаяся, окончательно определившаяся. Она уже не бродит, она отстоялась, она просветлела, она проницаема, она понятна, она внятна, и она принимаема всеми героями в той или иной мере. Достоевский создает совершенно другой мир. Достоевский создает мир, в котором вот опереться не на что, в котором встать не на что. Вот под ногами у героев Толстого и того же Тургенева, даже Чехова в какой-то мере, огромная толща русской истории, огромная толща проверенных веками ценностей, доказанных веками принципов и так далее, и так далее. У этих под ногами ничего нет, у этих под ногами зыбко. Не случайно же они ходят все время, они никогда не ходят по твердой мостовой, они никогда не ходят по твердому насту, они никогда не ходят по чему-то, на что можно говорить. Это все время слякоть, это вот боязнь поскользнуться, это лестницы загаженные и скользкие, и неопрятные, это стены, к которым, прикоснувшись к которым, потом надо полдня руки мыть и так далее. Ничего устоявшегося, ничего жестко определившегося. Это история, которая рождается, которая становится, но совершенно непонятно, что она родит, во что она выльется, в какие формы и в каком содержании она сложится. Отсюда представление Достоевского о том, что мир, который он изображает, это мир, в котором господствует конфликт. У Толстого разрешение конфликта, у Достоевского господствует конфликт. Конфликт, причем конфликт, но вот в школе, к сожалению, мы вот это, не знаю, то ли мы поправку на детей делаем, то ли что, но мы, как правило, в школе изображаем этот конфликт как социальный. Это вот конфликт человека со средой. Вот видите, в каких условиях Соня живет, и эти условия ее довели до этого, а Раскольникова не довели до того, а почему Соню не до того, до чего Раскольникова, а Раскольникова не до того, до чего Соню. Уже становится непонятно. Дело в том, что у Достоевского это конфликт, столкновение волевых установок, разных волевых установок. Это столкновение интересов, как правило, личных интересов. Да, за ними там брежет как бы некое социальное содержание, но это всегда некий личный интерес. И вот это столкновение личных интересов и личных установок обеспечено тем, что мы называем трущобным романом. Когда люди, вспомните, ну хотя бы ту же каморку Раскольникова, когда люди живут бок о бок, совершенно чужие, совершенно не то чтобы незнакомые, а чуждые друг другу люди, живут бок о бок, вынуждены постоянно сталкиваться, постоянно встречаться, постоянно взаимодействовать. И эта плотность среды порождает вот эту искру конфликта, порождает искру противостояния, противодействия. Жить бок о бок со своей противоположностью – это всегда конфликт. Поехали дальше. Еще один момент, который как бы вне положен Достоевскому, но с Достоевским очень сильно связан. Мы же договорились, мир Достоевского. Вот я пытаюсь
свяжу ли потом что-то воедино, не знаю, что у меня получится. Еще одно очень важное замечание перед тем, как мы уже непосредственно о Достоевском будем говорить. Новая действительность, о которой мы с вами говорили, она была связана, помимо всего прочего, еще с возникшим именно в эту эпоху, в эпоху 40-х, 80-х годов, остро возникшую, остро вспыхнувшую, это новое чувство, чувство социальности. Причем это не только индивидуальное чувство, а и чувство, охватившее значительную часть, по крайней мере, думающего населения России. Оно зыбко, это чувство социальности в таком, что называется, как предчувствие. Есть уже у Пушкина, допустим, «Сват Иван, как пить мы станем», или в «Станционном смотрителе», где Пушкин сочувственно рассказывает о человеке, собственно говоря, вот того разночинного слоя и так далее. Это у Лермонтова «Родина», на пляску с топаньем и свистом, под гомон пьяных мужичков. Да, частенько мы сейчас наблюдаем, но как-то радости этот гомон пьяных мужичков под окнами особо не вызывает. Но это вот освоение, это только первое начало. Это вот когда люди с радостью узнают что-то новое. Потом это новое откроется другими как бы гранями, другими аспектами. Но это будет потом. А пока любить до полночи готов. Я сопричастен судьбе другого, даже если он совсем другой, другого социального круга, другого уровня образования, других нравственных принципов, других представлений о мире и человеке и так далее. Наши судьбы связаны. Вот человек до социального, так скажем, человек 20-х, 10-х годов, особенно человек 18 века, он не мыслил себе другого таким образом. Он мыслил его всегда через призму социальности, через призму того, что можно называть социальной принадлежностью. Вот открытием Пушкина в «Капитанской дочке» как раз и было то, что Гринев способен перешагнуть через ту грань, которая отделяет дворянина от беглого крестьянина. Человеку, реальному человеку, перешагнуть эту грань было невыносимо трудно, невозможно трудно. Вот мы говорим о жестокости, допустим, крепостного права, но эта жестокость была нравственно оправдана, еще раз повторяю, человек той эпохи и того содержания, он не мыслил себе крестьянина как также способного чувствовать, также способного переживать, также способного страдать и радоваться, как и я. Грубо говоря, он смотрел на него как на тягловый скот. И так далее. Но вот именно в 40-е, 60-е и 80-е годы 19 века в русском обществе начинает формироваться вот это чувство социальности. Представление о том, что отношения между людьми существуют помимо социальных барьеров, помимо разделяющих их имущественных и так далее отношений. Есть отношения не я и крестьянин, не я и купец, не я и я не знаю, ремесленник, а я и он. Я и он. Понимаете? В чем разница? Я и он. Я человек и он человек. И между нами существуют какие-то отношения, и это отношения неустранимые. Их нельзя отменить, их нельзя разорвать, их нельзя игнорировать. Мало того, судьба другого человека – это часть моей судьбы. И от этого тоже никуда не деться. Мы представляем себе в этом смысле, что-то единое, что-то цельное. Его боль – это моя боль. Его радость – это моя радость. Я не могу быть счастливым, пока он несчастлив.
Эта мысль, вот я не могу быть счастливым, пока он несчастлив, это мысль, которая двигала и Огаревым, и Герценом, и Белинским. Это мысль, которая потом была доведена до идиотических, утопических построений, что нужно отдать все этим несчастным крестьянам, они лучше нас знают, как надо. Толстой договорился до того, что они лучше знают, как надо писать. Не я, Толстой, знаю, как надо писать, а вот эти вот крестьянские дети, они лучше меня знают, как писать. Но это будет уже потом, это будет идиотические вывихи, но в 40-е, 60-е годы это было революционное открытие. Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки ты прокляла, ломая руки тебе опутавший порог, когда забывчивую совесть воспоминаниями казня, ты мне передавала повесть всего, что было до меня, и вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрыдалась, разрешилась слезами, возмущена, потрясена, верь, я внимал не без участия, я жаждал каждый звук, жадно каждый звук ловил, я помнил все, дитя несчастья, я все простил и все забыл. Зачем же тайному сомнению ты ежечасно предана? Толпы бессмысленному мнению уже и ты покорена. Не верь толпе, пустой и лживой, забудь сомнения свои, в душе болезненно пугливой, гнетущей мысли не таи, грустя не напрасно и бесплодно, не пригревай змею в груди. И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полную войди. Это Некрасов, 1846 год. Вот один из тех, кто полностью, почти универсально выразил вот это чувство солидарности, чувство социальности, чувство единства своей судьбы с судьбой другого человека и зависимости этих двух, этих судеб и возможности и необходимости спасать падших, спасать угнетенных, спасать обиженных, спасать тех, кому круче всего в этой жизни достается. Но у Некрасова лирический герой все-таки носитель нормы, который подтягивает как бы к этой норме героиню. Да, я дал тебе возможность осознать твои ошибки, да, я дал тебе возможность как бы выговориться, я предлагаю тебе все забыть, начать жизнь заново, и ты хозяйкой в мой дом входишь, и все, и начинается новая жизнь и так далее. Конечно, это иллюзия. Вот все сегодня прекрасно понимаем, что это иллюзия, но это была тогда прекрасная иллюзия. Это благородная иллюзия. У Достоевского совсем не так. Рассказчик или повествователь у Достоевского – это человек той же среды, которой принадлежат и его герои. Он оттуда же, он живет в такой же каморке, он также несчастен, он также беден, у него такие же проблемы с обувью, у него такие же проблемы с одеждой, у него денег нет, он часто голодает, он вынужден тяжело трудиться для того, чтобы добыть какую-то копеечку и пропитаться и так далее, и так далее. Он также, почти так же беззащитен перед лицом вот общественного зла, как и беззащитны, что называется, его герои, и так далее. Он один из них. Это очень важный для Достоевского шаг. Вот у Некрасова все-таки, еще раз повторяю, взгляд сверху, а Достоевский предлагает взгляд глаза в глаза. Взгляд с одного уровня, взгляд, грубо говоря, из одной квартиры, с одной лестничной площадки, с одной ступеньки. Общий для них. И, наконец, последнее. Зачем Достоевскому детективный сюжет? Вот все мы говорим о том, что романы Достоевского все построены как детективы. Там есть некая тайна, которая раскрывается по ходу повествования.
со всеми вот извивами, со всеми вывихами, со всеми движениями и так далее, но Достоевский без этой тайны никак не может обойтись. В ранних вещах он без этой тайны более или менее еще обходился. Те же отношения между Макаром Девушкиным и его визави по переписке Варвары, они там не содержат какой-то вот такой детективной тайны, криминальной, что называется, тайны, а все остальные романы обязательно с криминальцем, обязательно с убийством, или с попыткой убийства, или с попыткой там, морального преступления, или уголовного, и так далее, и так далее. Дело заключается вот в чем. Когда мы имеем дело с романами Толстого, вот где, собственно говоря, мир устоялся в своих содержательных, ценностных и так далее характеристиках, то там мы имеем дело с героем очень сильно детерминированным средой. И мы, в принципе, начиная читать Анну Каренину, мы еще до того, как все свершается, мы, в принципе, по логике повествования и по логике поведения Анны, Вронского, Каренина старшего, даже Каренина младшего, мы, в принципе, догадываемся о том, как развернется сюжет, как будут поступать герои, к каким результатам эти поступки будут приводить. И, собственно говоря, читая, мы только подтверждаем эти догадки. Толстой помогает нам закреплять эти догадки уже в утверждениях, что называется. Вот это сильный детерминизм, он своей обратной стороной вот предусматривает вот такую предсказуемость героя. Собственно говоря, во всех романах Толстого так оно примерно и происходит. Сюжет у Достоевского, вот зачем ему понадобилась детективная линия, зачем ему нужна детективная линия, он старается, поскольку мир-то изменился, мир неопределенен, мир хаотичен, в этом мире ни за что нельзя зацепиться, потому что ты не знаешь, правда перед тобой или неправда, благородный человек или неблагородный человек, какие у него цели, какие у него устремления, это открывается по ходу дела, а оно совершенно и непонятно. Отсюда и сюжет у Достоевского начинает строиться именно по такому принципу, по принципу слабой детерминированности, слабой зависимости от данной ситуации. Вы обратили внимание, вот детективный роман, детективную повесть можно очень легко разрубить на эпизоды. Вот. Делается сюжетный шаг, открывается нечто или закрывается нечто, делается следующий сюжетный шаг, еще что-то приоткрывается, а что-то закрывается, следующий. Вот развитие идет вот так пошагово, от эпизода к эпизоду. У Достоевского точно так же. У Достоевский начинает рассказывать о герое, как о недовоплощенном герое, о герое, который не выводится из сюжета полностью, который всегда готов к новым событиям, к новым действиям, к новым поступкам. Как у Достоевского все происходит? Вдруг, неожиданно, резко. Обычно происходит все на пороге. Герой собрался выходить, тут появляется кто-то. Только ты собрался что-то делать, как появляется нечто, что меняет твои планы. Отсюда, посмотрите, тут буквально навязчивое у Достоевского поведение его повествователей и рассказчиков. Им все время не хватает времени. Они все время мечутся между несколькими другими героями. Туда надо успеть это сказать, сюда надо успеть это услышать, туда надо успеть это узнать. Они часто опаздывают, они в гонке, все время в гонке. И эта гонка, опять же, начинает члениться вот на эти самые эпизоды, когда без этого эпизода, вырежьте этот эпизод, и все проваливается. Потому что нет очередного поворота, недокрученный сюжет, а восстановить его невозможно. У Достоевского невозможно. У Толстого можно, а у Достоевского невозможно восстановить. В конечном итоге это кончается тем, что герои у Достоевского
по крайней мере, как он двигается к братьям Карамазовым, это герои, которые буквально распяты между добром и злом. И вот они в конечном итоге, в смысловом, они и мечутся-то между этими двумя полюсами. Каждый находится на каком-то отрезке движения от греха к праведности, от ада к раю. Все, что хочешь, может случиться. Вот формула, очень характерная для Достоевского и для всех романов Достоевского. Еще один очень важный момент для понимания. Вот, литературоведы, кто заканчивал филфак, должны помнить, что роман Толстого – это монологический роман, а роман Достоевского – диалогический роман. То, что там у Достоевского все говорят, и говорят немерено, это факт. Но вот в чем фокус. Да, действительно, у Толстого автор размещается над изображаемым им миром, и он вот как на шахматной доске разыгрывает одну партию, другую партию, третью партию и так далее, заранее зная, к чему все придет, заранее зная, чем все закончится, продумывая все шаги и так далее. Это и заранее зная о том, что и как должно произойти. Если верить Бахтину, то получается, что герой находится, у Достоевского герой находится на одной плоскости, вернее, автор находится на одной плоскости с героем, и точно так же, точнее говоря, повествователь или рассказчик у Достоевского. И он обладает тем же объемом знаний, что обладают герои. Его преимущество заключается только в том, что он как пчела оббегает всех героев, собирая у этого это знание, у того это знание, у этого знание, и, наконец, и являет нам вот эти вот соты, что называется, вот здесь мед от одного героя полученный, здесь от другого, тут от третьего, тут от четвертого и так далее. Но это опять же не совсем так. Не совсем так по той простой причине, что присваивание чужого социального опыта, а у Достоевского рассказчик именно присваивает свой чужой социальный опыт, присваивание чужого социального опыта и структуры его психики, посмотрите, как рассказчик или повествователь у Достоевского похожи психологически на своих героев. Герой болен, и рассказчики больны. Герой в полусознательном состоянии, и рассказчик часто оказывается в полусознательном состоянии. Герой не понимает, что он делает, и рассказчик или повествователь часто не понимает, что он делает, и так далее. Но дело заключается в том, что над этим всем надстраивается то, что можно назвать речевой реальностью. Встречаются не характеры у Достоевского. Если бы характеры, это было бы еще ничего. У Достоевского встречаются не характеры, не темпераменты, не личности, как набор неких психологических качеств и реализуемых поступков, а идеологии. Вот почему Лидия Яковлевна Гинзбург отказала Достоевскому в психологизме и в своей великой работе о психологической прозе, а Достоевским практически ничего не пишет. Она сразу заявляет, роман Достоевского не психологический роман. Роман Достоевского идеологический роман. Герой должен высказать все, что он думает и чувствует. Другой герой должен выслушать его, высказать все, что он думает и чувствует. И тогда из этих двух высказываний будут рождаться следующие высказывания первого героя и второго героя. И так они будут разворачивать эти высказывания, они все существуют в речи. Они меньше даже существуют в поступке, сколько в речи. Поступки куцые, поступки единичные. Ну, хорошо, по терминологии Свидригайлова, ну, лущит Раскольников-старушонок. Но на один удар топором у Достоевского приходится груда монологов
того же самого Раскольникова, а потом диалогов с Соней, а потом диалогов с Порфирием Петровичем, а потом диалогов с тем же самым Свидригайловым, в которых это все оформляется идеологически, словесно, и этот вот словесный массив оказывается гораздо важнее, чем поступок. Он первичен. Этот словесный массив первичнее поступка по Достоевскому. И в этой словесной оболочке эти самые герои у Достоевского все время и живут. Поэтому, между прочим, Достоевскому очень трудно привести в какое-то соответствие сюжет и героя. Потому что сюжет должен развиваться линейно, а монолог он всегда останавливает движение сюжета. И как привести? А вот тогда опять нужен детективный принцип. Вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, мы не ждали, а вы приперлись, мы не ждали, вернее, вы не ждали, а мы пришли, вы не хотели, а мы вас заставили сказать, а вы не хотели признаваться, а мы заставили вас признаться, и так далее. И там все происходит как бы спонтанно, случайно, неожиданно для героев. Героев идет, а если герой ожидает чего-то, то, как правило, это ожидание у него не подтверждается. Открывается для него что-то совсем другое, не то, чего он ожидал. Поэтому, вот опять же, у Достоевского герой берется в таком состоянии, которое заранее как бы оправдывает любой его поступок, любое его вхождение в любой поворот сюжета. Это либо горячечное, больное состояние, они очень часто болеют, они у него очень часто плохо себя чувствуют, и это полусумеречное состояние вот лихорадит героя и превращает его поступки вот в такое лихорадочное движение, вот как механические, что называется, движения. Внутренне не оправданное психологически, но оправданное лихорадочным состоянием сознания. Очень часто они теряют память и становятся неспособны к контактам, или наоборот сознательно вот изолируют себя, ограждают от других людей: не ходите ко мне. Вспомните, как Родион Раскольников отпихивает свою сестру и свою мать: не приходите, и я не буду приходить, а если я буду приходить, то такой, вот через не могу, что называется. Все эти контакты происходят. Отсюда, кстати, и все определения Раскольникова: мономан, ипохондрик, лихорадка, жар, дрожь, почерк, извините, механически и так далее. Кстати, очень многие действия механически совершают герои Достоевского. И, наконец, вот это самое знаменитое у Достоевского резкие перепады к противоположному состоянию. Вот сейчас полный упадок сил и вдруг прилив энергии, или полное разочарование, и вдруг появляющаяся какая-то надежда, какой-то открывающийся свет, какие-то новые силы появляющиеся и так далее. Поэтому и пространство у Достоевского, вот у Толстого, помните, оно тягучее, оно широкое, оно линейное, оно непрерывное пространство. У Достоевского оно мелко-мелко-мелко-мелко порублено на отдельные кусочки, на отдельные корпускулы, так скажем. И тогда становятся очень важными вот эти переходы, как мы уже с вами говорили, от одного пространства к другому. Он же вычерпывает вообще любопытные вещи. Кроме этого самого «вдруг», его сюжет движется, опять же, вот механически лихорадочно, не внутренне не мотивированно, и получаются интересные вещи. Не только «вдруг». Вторая реакция странна. Человек сталкивается с ситуацией, очень часто сталкивается с ситуациями, которые для него не просто непонятны,
а вообще как бы необъяснимый и странный, и чужеродный. И, наконец, заканчивается это все тем самым мистическим ужасом, который испытывает повествователь в униженных и оскорбленных. Он рассказывает героине о том, что время от времени на него нападает, особенно на закате, вот этот самый мистический ужас, непонятный, необъяснимый ужас, когда, собственно, понятно, почему на закате, потому что силы добра отходят, и на место приходят ночные силы зла. Это почти гоголевский Петербург, но еще более дискретный, еще более разорванный, еще более раздрызганный, что называется, и еще страшнее, еще неотвязнее, еще тотальнее влияющий на героя. Вот такого влияния, как бы, не то чтобы среды, а топоса на героя, пожалуй, вот русская литература вне Достоевского не знает. У Толстого все-таки вот топос, эта среда, окружающая героя, она имеет значение, но она имеет скорее такое внесюжетное значение. Это место, где герою чаще всего хорошо, это родная среда, это родное место или место, к которому он начинает прирастать и так далее, и так далее. А у Достоевского топос – это всегда враждебный человеку топос. Вот чтобы и Достоевский не изображал квартирку ли, похожую на гроб, лестничную площадку ли, лестницу ли, выход с лестницы, двор ли, выход из подарки на улицу и так далее, это все герой проделывает, как бы преодолевая. Вот он не естественно идет, а как бы преодолевая одно препятствие за другим. Оно все препятствие, оно все какой-то предел, удерживающий героя, стремящийся, по крайней мере, удержать героя. Правда, на этих переходах происходит и облегчение, происходит и не то чтобы возрождение, а как бы на этих переходах открывается и другая грань мира, наступает некое облегчение, вот особенно беседы с Порфирием Петровичем. Помните, когда он выходит от Порфирия Петровича, тогда вдыхает воздух, он чувствует какое-то освобождение, вот это замечательно совершенно подчеркивает Свидригайлов, который несколько раз в разговорах, два, по-моему, раза, в разговорах с Раскольниковым говорит: воздуху надо, воздуху человеку не хватает. Это же он о Раскольникове, это же он о том, что вот ты-то загнал себя в это безвоздушное пространство, и оно породило вместе с тобой и в тебе вот это нечеловеческое, аморальное сознание. Выйди на воздух, продышись, все поменяется. А они прикованы к своим квартиркам, они прикованы к своим комнаткам, они прикованы к своим подъездам, лестницам, вырываются из них и постоянно потом обратно возвращаются. И никуда ты от этого не денешься. Отсюда вот эта самая теснота, неопределенность формы, убожество, даже этот желтый цвет и духота, и косное, хаотичное пространство. Сейчас я скажу такую вещь, которую я потом в конце нашего разговора доверну, что называется. Это пространство, это время, это топос и это герой, которые не дают оснований, которые не дают почвы, которые не дают пищи для рождения позитивных идей, которые не дают почвы, основания и материала для
строительство неких позитивных идеологем, позитивных реакций, позитивных мыслей. Обратите внимание, все подлинные возрождения у Достоевского происходят очень далеко от дома. В «Преступлении и наказании» нужно было убить старушонку, нужно было перемотать себе душу, перемотать душу Соне, уехать на каторгу в Сибирь, и только там, на каторге, можно, оказывается, освободиться от этого морока, морока места, морока Петербурга, морока трущобы. А в самой трущобе ничего позитивного, ничего человеческого, ничего внятно приемлемого и привлекательного родиться не может. Это одна из парадоксальных мыслей Достоевского, которые он до конца никогда не договаривает. Он и пытается вырвать человека из этого топоса, чтобы спасти его, а вырваться удается не всем. А все, кто там остаются, это набор уродов, нравственных и моральных, разной степени, что называется, искалеченности, разной степени неприемлемости этих самых героев. Отсюда у Достоевского это мучительное движение от центра к периферии. Вырваться, отдалиться от этого вот центра, который предстает в образе комнатушки гроба. Поэтому, кстати, и природа у Достоевского в романах очень мало, и она такая достаточно специфическая. В конечном итоге, что за всем этим стоит? Мне кажется, что за этим стоит вот какая вещь. Достоевский изображает мир, с который самой своей природой, с самим своим содержанием, самим своим наполнением обрывает или сушит, или обрывает пуповину, которая соединяет человека с миром, как миром, сотворенным Богом. Мир, в котором живут герои Достоевского, это не Божий мир. Это какое-то извращение, это какая-то аномалия того, что можно назвать Божьим миром. Это какой-то топонимический, топологический грех, надругательство над тем, что задумано Богом. Заставляя героев сосредоточиться на себе, на своем и чужом «я», он и приходит к тому, что вот кроме этого отношения ничего нету. Вот у Толстого было небо Аустерлица, у Толстого был дуб, как символ вот этого вечного круговращения и так далее. Мир толстовский, в широком смысле этого слова, он не только укоренен в почву. Вспомните усадьбу этого самого старшего... Левинская усадьба, в «Войне и мире», старшего Балконского усадьбу, Ростовых усадьбу. Вспомните эту усадьбу соседей Ростова, где Наташа танцует этот самый народный танец, там и так далее. Это мир, который, как я уже говорил, опирается на очень прочную почву и выстроен вертикально. Он опирается на твердое основание, но он устремлен к твердому основанию. У Достоевского он ни на что не опирается и ни к чему не устремлен. Он горизонтальный, этот мир. Этот мир, в котором судьбы решаются помимо истории, судьбы решаются помимо времени, судьбы решаются помимо присутствующего в это время Бога. Судьбы решаются на уровне, кто кого переубедит, кто кого переговорит, кто кому навяжет свою идеологию, кто кому навяжет свои мысли, мыслей, образ чувствований, образ действий и так далее. И очень часто навязывают мысли и идеологии, ну, мягко скажем, не совсем человеческого содержания. В этом смысле бесы – это вот энциклопедия. Вот он, Достоевский, в «Бесах», понимаете, в «Преступлении и наказании» там это аморальная
антигуманная идеология Раскольникова, она вся растворена в этих якобы психологических страданиях. А в «Бесах» там уже никаких психологических этих самых страданий нету. Там одна голая идеология встречается с другой голой идеологией, и они начинают соперничать между собой, начинает каждый доказывать своему правоту, и это кончается либо моральной гибелью одного из спорящих, либо физической гибелью. И там половина героев физически погибает, а половина героев терпит моральный крах, терпит моральное уничтожение. Еще один очень важный момент. Эволюционируя, Достоевский идет к миру без матери. От мира, где главенствует мать, к миру, где главенствует отец. Тоже очень любопытная вещь. Но вот в «Униженных и оскорбленных» там еще есть и матушка у героини, и отец, у героя отец есть и так далее. А в «Бедных людях» много матушки Варвары, отец неизвестен, а сам Макар Девушкин, по-моему, вообще без родителей. В «Преступлении и наказании» есть мать, но нет отца, мать и сестра есть. В «Подростке» уже нет матери, есть отец. А в «Братьях Карамазовых» один отец, который заслонил всем полмира, и который жить не дает, и который дышать не дает, и который двинуться не дает. И вот это отцовское начало у Достоевского начинает превращаться в некое начало, как этот античный бог-то Кронос, который пожирает собственных детей. Вот Федор Павлович Карамазов — это и есть Кронос, в котором с одной стороны зачатки всех его 3 сыновей, они так и иначе, все 3 сына, отражение части того, что есть в Федоре Михайловиче. Ой, в Федоре... Да? В Федоре, в старшем Карамазове. Но он же и фактически пожирает их. И то, что убивает старшего Карамазова незаконный сын, хотя как вот кто убивает Карамазова, старшего? Ну, похоже, что уж не его, ну, скорее всего, не Алеша, не Иван, не Дмитрий, а вот похоже, что Смердяков. Похоже, что Смердяков, больше всего похоже, что Смердяков, но ведь вот парадокс, Смердяков же тоже сын Карамазова-старшего. Правда, сын зачатый от смердящей, как я сказать, как этих людей называют? А? Нет. Она скорее юродивая. Да, скорее она юродивая. И этот союз, он и порождает страшное явление вот этого самого Смердякова, абсолютный аморализм. Это герой, перешедший буквально из «Бесов» в «Братья Карамазовы». Правда, в «Бесах» все герои идеологи, осознанные идеологи. Один одну теорию строит, другой другую, третий. А это как бы такой беспрактик. А что? Нормально, можно так сделать. А если так поступить, то вот получится, вот если бы нас завоевали немцы, так мы бы сейчас баварское пиво пили. Ну вот, оно здесь. Ну да, не все. Но Смердяковы-то думают, что все. Они думают, что они будут точно пить баварское пиво. Вот про речевые стратегии очень коротко. Я понимаю, что затягиваю. Очень коротко про речевые стратегии. И уже тогда двинемся к финалу нашего разговора.
Братья Карамазовы, раз уж о них заговорили. Вы помните, наверное, эту душераздирающую сцену, когда Дмитрий Карамазов оскорбляет и побивает безвестного вот этого самого мученика 14 класса Снегирева. И как сын Снегирева Илюшечка заступается, как потом и Снегирев скажет, один восстал против всех за отца. И как его бьют, и как Алеша Карамазов приходит домой к Снегиреву, чтобы попросить прощения за брата и как-то загладить вину брата перед этим самым Снегиревым. Снегирев не знает о добрых намерениях Алеши и, как вы помните, разражается длиннющим монологом, в котором он приписывает и Дмитрию, и Алёше то, чего они не собирались делать, и фактически саркастически высмеивает, что вы пришли добивать. Снегирев решил, что его пришли добивать. И он очень саркастически высмеивает и Алешу, и Дмитрия. Алеша Карамазов нейтрализует эту ситуацию. Он, демонстрируя вот это самое действительное смирение и своего, и брата, он говорит о том, что нет, речи ни о каком там продолжении конфликта быть не может, что брат готов встать публично на колени и попросить у вас прощения, и я прошу у вас прощения, готов загладить там свою вину и так далее. Но, и Снегирев старший уже колеблется, но тут Илюшечка играет свою роль. Он говорит: папа, честь не продавай, потому что Алеша же деньги предлагает. Причем деньги очень умно предлагаются не от Дмитрия Карамазова и не от Алеши, а предлагаются от Катерины, как она? От Катерины Ивановны, так сказать, человека как бы нейтрального, которая тоже оскорблена поведением Дмитрия и тем, как он обошелся со Снегиревым и так далее, и так далее. Снегирев колеблется. Алеша, понимая, что Илюша здесь только помеха, говорит: давайте выйдем на улицу. И вот открывается следующая глава, а теперь на улице, по-моему, она так и называется. И там уже вдвоем Снегирев и Алеша ведут переговоры, и Снегирев как бы открывается перед Алешей совершенно и перед нами совсем другой стороной. Перед нами уже не саркастический и едкий человек, а человек, для которого жизнь мука. И он вот этот выплескивает на Алешу этот жуткий совершенно монолог о том, как ему живется, как ему тяжело живется, как ему не удается вырваться из этого вот бесконечного круга долгов, безденежья и так далее, как он гордится за своего Илюшечку, который пообещал, что он вырастет и отомстит Дмитрию за отца и так далее, и так далее. В конечном итоге Снегирев берет деньги, которые предлагает ему Алеша, а потом, тут повторяется сцена из «Станционного смотрителя», берет деньги и через минуту бросает их на землю: я честь свою не продаю, и уходит. Ну вот, казалось бы, вот встреча двух людей, они разговаривают между собой, и как бы речевая стратегия Снегирева побеждает Алешу. Он доказывает свою правоту, по крайней мере себе доказывает свою правоту, отчасти и нам, может быть, доказывает свою правоту, и разрывает отношения, но Алеша не так-то прост. Начинается книга 5, она открывается главой, в которой рассказывается, в которой Алеша рассказывает Лизе Хохлаковой об этой встрече со Снегиревым и о том, что там произошло и так далее. И когда он рассказывает о том, что Снегирев не взял деньги, Лиза ахает, а Алеша дает удивительный комментарий. Может, оно и к лучшему.
Лиза не понимает, что значит к лучшему. А Алеша начинает объяснять. А он пришел такой радостный, довольный, а Лиза не понимает, что ты радостный, у тебя такое случилось. А он довольный приходит. Все проходит, оказывается, все происходит так, как Алеша задумал. Если Алеша начинает объяснять, если бы взял, то на следующий день вернул бы. Обязательно бы вернул. Совесть бы не позволила взять. Теперь же, когда гордость отыграна, просит. Вот теперь он примет деньги с чистой совестью. Алеша все правильно просчитал. Именно так чуть-чуть позже и произошло. Происходит очередная встреча, и Снегирев берет и деньги Екатерины Ивановны, и то, что ему добавляет Алеша. И потом, как замечено в романе, рука Катерины Ивановны, как это, сейчас вспомню, рука Катерины Ивановны не оскудевала. То есть он периодически давал деньги, и периодически Снегирев эти деньги брал. Герои Достоевского, и это еще одна удивительная их черта, которой не было, по крайней мере, до Достоевского и вне теории Достоевского, ни у кого не было. Они пытаются просчитать друг друга, и если ошибаются, то тот, по поводу кого они ошиблись, начинает управлять этим ошибшимся. Либо, когда они не ошибаются, они начинают управлять поведением того, кто ошибся. И вот это идет постоянное соперничество. Просчитать, вот он так и так, если я поступлю так, то он сделает так, а если я поступлю так, то значит мне лучше поступить так-то, так-то. Они все время как счетные машинки. Они все время как каждого в голове какой-то индивидуальный компьютер. Они держат в голове всех людей, которые их окружают, и каждого они стремятся просчитать и с каждым поступить в соответствии с тем, как они его просчитали, как они его поняли и так далее. И у Достоевского все время идет вот это колебание. То ты правильно, то герой правильно просчитал, то неправильно. То этот правильно просчитал, то тот правильно. И вот этот конгломерат ошибок, правильных выводов, недоразумений и так далее, он все время вот это вот варево кружится, вертится. Пока чем-то сюжетно, что называется, не закончится. Но сюжетные, как правило, окончания у Достоевского, они меньше содержания романа, они меньше содержания повести. Сюжетные окончания, они подводят событийный итог, но они никогда не подводят итога содержательного. Они никогда не подводят итога соперничества, поединка этих интеллектуальных усилий, интеллектуальных напряжений, индивидуальных воль. Финалы всегда меньше этой борьбы, и понятно почему. Частные вопросы решить можно, но общие вопросы вот такого бытия, которые изображает Достоевский, решить в принципе невозможно. Достоевский предлагает нам некие решения, но это очень, так скажем, сложные решения. Я уже говорил о том, что у Достоевского герои буквально распяты между адом и раем, между праведностью и греховностью, между черным ангелом и белым ангелом. Но на мой взгляд, я не знаю, так ли я думаю, но вот продолжая мысль, которую я уже высказал, мысль о том, что в том мире, который описывает Достоевский, ничего позитивного родиться не может, внесу поправку, может родиться позитивное, но оно будет внечеловеческим. Потому что и адское, и райское, оно внечеловеческое. Когда Свидригайлов
находит вот такой конец, когда Свидригайлов говорит о том, что мир – это баня с тараканами и кончает жизнь самоубийством, это адский конец, но не человеческий. Когда Зосима или Зосима, не знаю, как здесь правильно ставить ударение, в братьях Карамазовых предстает перед нами как абсолютным праведником, то мы тоже не можем сказать, что это человеческое. Это надчеловеческое. Одно подчеловеческое, другое надчеловеческое. А растягивать человека между этими началами можно только с одной целью, испытывая его на прочность. На дыбе. Это совершенно верно. Это испытание на дыбе. И вот эту дыбу нравственную, эту дыбу интеллектуальную, эту дыбу этическую Достоевский нам все время с этой дыбой все время предлагает познакомиться как можно ближе, разглядеть ее как можно лучше, как можно точнее понять механизмы ее действий и так далее, и так далее. Это нужно. Это вот тот самый случай, когда эту работу необходимо проделывать для того, чтобы не повторять, для того, чтобы не попадаться в эти ловушки, для того, чтобы не вступать в эту воду. Обратите внимание, сколько народу в свое время кончалось жизнь самоубийством или свихивалось, идя за кем-нибудь из героев Достоевского, за той идеологией, которую кто-то из героев Достоевского предлагает. Но фокус-то ведь заключается в том, что, и это еще один парадокс Достоевского, это идеологический роман, но ни одна идеология, которую формулируют герои Достоевского, не является человеческой по своей сути, по своему содержанию. Она не является гуманистической, она не является нравственной, она не является этически оправданной, Богом оправданной, что называется. Чтобы выйти из этого круга, нужно перестать быть человеком. Такой выход сложно понять и сложно оправдать, как, впрочем, и многое у Достоевского, понимаете, вот этот, нужно учитывать еще один очень важный факт. Факт, заключающийся в том, что Достоевский писатель, который очень так последовательно эволюционировал. И эволюция это, в общем, носила такой пугающий характер. Понимаете, бывший петрошевец, бывший участник вот этого самого революционно-демократического движения к концу жизни, уже к середине жизни своей, стал яростным антисемитом и человеком, который проповедовал идею русского народа как народа-богоносца, который идеологически окормлял и оправдывал необходимость России закрыться от Запада, потому что с Запада идет все темное, все растлевающее, все чуждое, что называется нам, и так далее. А в конце жизни он вообще оправдал правление Александра II и сказал, что вот когда Александр говорит, что вся Европа подождет, пока русский царь рыбу удит, так оно и должно быть. Он пришел к державности, самодержавности и вообще жутко тяжелым, что называется, идеям. И это была эволюция, которая сказывалась отчасти и на его произведениях. И я думаю, что братьев Карамазовых он бы в конце концов так и не дописал. Там же должны были быть еще, по-моему, 2 или 3 части. В «Братьях Карамазовых» я не дописал бы, потому что сам Достоевский, как человек, уже вот находился в таком интеллектуальном тупике, в таком идеологическом тупике, из которого выбраться было практически невозможно. Толстой вышел, нашел выход, Достоевский не нашел.